Последний раз за день данные с приборов сотрудники Тяньшанского научного центра снимают уже глубоким вечером. 1%. Плотность тумана, скорость ветра, метеопоказатели они фиксируют каждый раз перед тем, как отправиться на ледник. В путь ученые выходят рано утром. До научной станции им нужно пройти около 10 километров. Это наш дом на леднике, высота 3200 метров. Если не двигаться, можно запросто замерзнуть. Попьем чаю? Зимой в бураны и снегопады сложно. Когда не идет лошадь, идем пешком. Вот как вы сами видите, это весовой снегомер. Или, как говорят в народе, стакан. Очищаем по краям. Все эти показатели отправляются в Академию наук. Уже там исследователи смотрят, насколько снизился уровень воды и как меняется климат. Многие говорят, что объем ледников уменьшился. Но не надо слушать всех. Для того, чтобы ответить на вопросы, мы сами проводим замеры и наблюдаем. На сегодня мы закончили работу по снегосъемке. Это была последняя из 3 площадок. Высота над уровнем моря здесь достигает 3500 метров. Защищать от горного воздуха нужно даже лицо. В суровых условиях на единственной метеостанции, на которой следят за ледниками в Кыргызстане, живут 2 семьи. По очереди раз в месяц они сменяют друг друга. Сложно отправлять детей на учебу, поэтому отправляем их к бабушке и дедушке. Боимся, что если заболеют здесь, мы не сможем вызвать врача. Связи здесь нет. Дорога до ближайшего села даже летом занимает несколько часов, поэтому зимой жители станции остаются отрезанными от большой земли. Однако, несмотря на неудобства, покидать научный центр они не собираются. В этом году исполнится 10 лет с тех пор, как 2 семьи переехали сюда для того, чтобы заниматься исследовательской деятельностью. Джибек Бегалиева, Асин Мадамбеков, Иссыкульская область, Читойгульский район, Кыргызстан.